Привет, друзья! С вами я, Михаил Серкелей, и новый выпуск Nocta Live. Мы вернулись после небольшого перерыва. Сегодня мы поговорим о протестах в Гагаузии и о том, куда они движутся с нашей точки зрения. Как вы помните, протесты в Гагаузии были заявлены против повышения цен. Но по факту оказалось, как в анекдоте про то, как Вовочка сдавал экзамен по биологии и выучил только один билет про блох, а ему попался билет про рыб. Ну а дальше вы знаете, если бы у рыб была шерсть, то в ней завелись бы блохи. Так и у протестов в Гагаузии. Собрались вроде со цены, но о ценах особо не говорили, а больше, или точнее сказать, исключительно требовали отставки президента Майя Санду и правительства Гаврилидзе. И да, конечно, требовали от Майя Санду поехать на поклон к Путину. Майя Санду, Ерасина, долой! О том, как проходили первые митинги, мы говорили в наших предыдущих выпусках Nocta Live. Мы также говорили о том, кто организовал митинги в Гагаузии и с кем из гагаузских политиков связаны организаторы протестов в Гагаузии. Но тут стоило бы, наверное, еще раз остановиться и раскрыть скобки, поскольку организаторы не одни, а протесты в Гагаузии скорее переросли во внутреннее противостояние. За все время, наверное, чуть более месяца в Гагаузии прошли несколько протестов, или точнее митингов. В нескольких местах: в Камрате, в Вулканештах, в Чедерлунге, в Кангазе и Кирсово. Большую часть этих митингов организовали Михаил Влах и Вадим Анастасов. Ну, во всяком случае, они так говорят. А также они говорят, что это исключительно их инициатива, никто у них эти митинги не заказывал и никто им не платил. Поверим им на слово. Михаил Влах – политический соратник председателя Народного собрания Гагаузии и председатель наблюдательного совета общественной телерадиокомпании ГРТ. А Вадим Анастасов – муниципальный советник Камрата и племянник примара Камрата Сергея Анастасова. Михаил Влах и Вадим Анастасов выступили организаторами протестов в Камрате. В Чедерлунге организатором выступил Михаил Кывыржик, который относит себя к группе гагаузских патриотов. Так они себя называют. В Вулканештах организатором выступил бывший городской советник Вадим Шинник. Митинги в Вулканештах, организованные Вадимом Шинником, и в Чедерлунге, организованные Михаилом Кывыржиком, можно сказать, были сделаны по франшизе или аутсорсу Михаила Влах и Вадима Анастасова. То же самое можно сказать о митинге в Кангазе. Но помимо митингов Влах и Анастасова, или тех, что были проведены по их франшизе, раз уж мы используем этот термин, был еще и митинг, организованный социалистами в Вулканештах. Такого большого политического движа Вулканешты не видели, наверное, со времен Кагульской битвы русско-турецкой войны. В Вулканештах, впрочем, это переросло в политическое противостояние и конкуренцию Михаила Влах и тех, кто за ним стоит, ну или не стоит, и партии социалистов. В общем, местные социалисты с ревностью отнеслись к тому, что другая политическая сила пытается закрепиться или набрать популярность в Вулканештах, и сорвали последний митинг, организованный Вадимом Шинником и Михаилом Влах. Идем дальше, дорогие друзья. Так, пока успокойся, я сильнее тебя за 2 раза лучше. Ну, отойди пока. Ты тоже отойди. Когда твой куратор командовал, я молчал. Иди, мадам. Когда ваш куратор говорил, я молчал, теперь убери. Дорогие друзья, вы видите, что они делают? Ваня. Дорогие друзья, Ваня. все, так как, слушай, иди сюда лично, я тебе покажу, кто ты такой, что за лично. Ваня. Все, спасибо, дорогие друзья, если выслушаться нормально. Эй, Сандалом полисы, sen ne sıklaydıysın mı? Возвращаясь к содержанию протестов в Гагаузии, митинги Михаила Влах и социалистов по сути ничем не отличались. В содержательном плане: ЖОС Майя Санду, Путин и Россия лучшие, надо идти договариваться с Путиным. Социалисты декларировали, что будут встречать российскую армию 3 К: Каурма, Кавырма и Каберне. А на митингах патриотов, как они себя называют,
в Чедерлунге договорились до того, что Гагаузия – это исконно русская земля, и русский Иван под именем Владимир Владимирович заберет наши исконно русские земли. Это цитата из выступления Дмитрия Зирова, соратника Михаила Коваржака, которые называют себя гагаузскими патриотами из Чедерлунги. Где здесь гагаузский патриотизм, мне не совсем понятно. Но, видимо, люди так видят гагаузский патриотизм, ожидая российскую оккупацию. Чего только стоит выступление Богдана Цирди на митинге в Вулканештах. Речь Цирди – это смесь нумерологии, хиромантии, не говоря о фейках. Как-то пару лет назад президент Венесуэлы Уго Чавес, выступая вот с такой же трибуны в Организации Объединенных Наций, сказал: господа, коллеги, товарищи, здесь только что был сатана. И я чувствую запах его гари. Он имел в виду под сатаной президента США Джорджа Буша. Но Уго Чавес, наверное, ошибался, потому что сатана был не там, сатана здесь, в Республике Молдова, в президентуре. Отдельное зрелище было наблюдать за тем, как журналисты ГРТ берут комментарии у Михаила Влах, председателя наблюдательного совета ГРТ и организатора митингов. Особенно забавно наблюдать за тем, как репортер общественного радио Гагаузии дает советы Михаилу Влах, своему, по сути, начальнику, организовать транспорт для людей, чтобы митинги были многочисленнее. BBC просто нервно курит в сторонке, видя такие высокие стандарты равноудаленности и беспристрастности на общественном телевидении Гагаузии. Одним из главных месседжей, который сквозной линией проходил через все митинги, особенно митинги гагаузских патриотов, как они себя называют, это призыв объединяться и преодолеть разобщенность гагаузов. В качестве решения для этого предлагалось отказаться от партийной принадлежности и не выступать под партийными флагами. Только так, по мнению организаторов, можно преодолеть разобщенность. Наверное, поэтому изначально на митингах в Камрате все выступления проходили по принципу открытого микрофона. Судя по реакции того же Михаила Влах, модератора митингов в Камрате, содержание некоторых выступлений были для него очевидным сюрпризом. На некоторых митингах, организованных патриотами, как они себя называют, выступали и социалисты, и группа Петрова. Однако дружба длилась недолго. Как я уже сказал, последний митинг в Вулканештах сорвали местные социалисты из Вулканештов, в числе или даже во главе которых был депутат Народного собрания от партии социалистов Леонид Кеся. Леонид Кеся в сопровождении своих однопартийцев, ну или сторонников, мы не знаем, входят они в партию социалистов или нет, но это были молодые парни крепкого телосложения, которые попытались избить одного из выступающих, Ивана Бессараба, за его слова о Игоре Додоне. Объединение гагаузов сломалось на Додоне. Да еще как сломалось, так что гагаузы готовы за него бить друг друга по морде. Извините. На месте находился наш оператор, который снимал митинг и попытки побить Бессараба. Социалистам это не понравилось, и они напали уже на нашего оператора. Я найду, сука, ты тебя побрею тебе. Я тебе работа говорю. Не трогай, не трогай. Не трогай меня, это работа моя. Организаторы митинга сказали, что обеспечат безопасность и введут что-то вроде народных дружин. Сомневаюсь, что это усилит безопасность, да и в целом, насколько законны эти дружины. Вполне возможно, митинг в Вулканештах сорвался из-за реакции местных социалистов на резкую критику их вождя Игоря Додона. Но мне кажется, и я об этом уже говорил выше, вулканежским социалистам не понравилась идея политического укрепления камрадских патриотов, как они себя называют, в Вулканештах. Вот так выглядит объединение гагаузов не на словах, а на деле. Ну и здесь, наверное, следует добавить пару слов о том, как проходило последнее заседание Народного собрания на этой неделе во вторник. Те же социалисты из Вулканешт, молодые парни с крепким телосложением, сорвавший митинг Вадима Шинника и Михаила Влах в Вулканештах, почему-то приехали на заседание Народного собрания. Они, как граждане, несомненно, имеют право присутствовать на заседаниях Народного собрания, которые открыты для общественности.
Но их поведение подсказывает, что присутствовали они там не как активные граждане, а как тетушки, перед которыми стояла задача оказать давление на депутатов. Вот так и получается, что журналистам в зал заседания Народного собрания нельзя, там сидеть им нельзя, а тетушкам можно. Я не видел, чтобы депутаты просили этих молодых людей из Вулканешт покинуть зал заседания, несмотря на то, что депутаты, очевидно, ждали от них провокации. Чтоб ты знал, если ты нападешь на должностное лицо, парень, у тебя будет статья от 4 до 8 лет. Господа депутаты, где ваша смелость? Или вы смелые только перед журналистами, которые не могут и не будут давать по морде? Ну, просто потому что журналисты орудуют не кулаками, а словом. Хотя ограничение доступа для прессы как раз и демонстрирует трусость перед камерой и боязнь отвечать на неудобные вопросы. А тетушки не задают вопросы, они бьют по морде. Поэтому неудивительно, что тетушки в зале заседания были, их пускают туда, а журналистов не пускают. Возвращаясь к митингам. Наверняка для значительной части нашей аудитории непонятно, кто есть кто и чем отличаются гагаузские патриоты, как они себя называют, и социалисты. И те, и другие на митингах кричат «Долой Майя Санду» и «Да здравствует Путин». И те, и другие собираются встречать российские войска с цветами. И если они политические противники, то мы должны понимать, в чем между ними разница. А они на самом деле политические противники. Как минимум об этом свидетельствует тот факт, что социалиста Леонида Коща на митинг Вадима Шинника в Вулканештах не пригласили. Честно говоря, на этот митинг меня не приглашали. Хотя я являюсь депутатом от Вулканешского района, меня сюда не приглашал никто. Я сам пришел, потому что я считаю, что я должен выступить, вы должны меня услышать. Леня, на этот митинг были приглашены депутаты от Вулканешт, Петр Иванович Фазлы и Топораш. Лично я звонил. А вы уже, тут с Камарата есть депутаты, вы пригласили, а с Чечнюка они не смогли пригласить, да? Не это ли свидетельство политического разделения? И в этом нет ничего плохого, это естественно. У людей разные политические предпочтения. Все не могут быть в одной партии. Тогда это не демократия, а Советский Союз или Северная Корея. Просто обозначьте это открыто и не рассказывайте всем сказки про то, что надо объединяться. Если гагаузские патриоты, как они себя называют, являются противниками социалистов, тогда им нужны политические партнеры в Кишиневе, и это естественно. Ну, например, те же Формузал и Дудогла опирались на какие-то политические силы в Кишиневе и риторически отличались от своих оппонентов здесь, в Камрате, в Гагаузии. А нынешние политические силы в Гагаузии непонятно чем отличаются. И те, и другие за Россию, и те, и другие за Путина. С социалистами все понятно. Они по правилам гарема являются любимой женой Путина в Молдове или политического гарема Путина. А что же гагаузские патриоты, как они себя называют? Они задвигают за Путина по своей простоте душевной или тоже часть политического гарема Путина. Ну а как иначе, если гагаузские патриоты, как они себя называют, не могут сформировать хоть какой-то нарратив, отличающийся или отличающий их от социалистов, хоть с каким-то намеком на патриотизм, и прошу заметить, гагаузский патриотизм, а не российский. А если так, тогда они либо простачки и не понимают, что говорят, либо они часть путинского политического гарема. Гагаузский патриотизм сегодня не в том, чтобы задвигать за Россию. Как бы странно это ни звучало для некоторых, гагаузский патриотизм состоит в социальном, культурном и экономическом укреплении гагаузской автономии. А это возможно только при укреплении независимости и суверенитета Республики Молдова и ускорении ее европейской интеграции. Продвижение интересов Российской Федерации никак не способствует укреплению гагаузской автономии. Наоборот, это очень серьезно подрывает возможность гагаузской автономии развиваться. Это отворачивает от нас партнеров по развитию. В свете российской военной агрессии в Украине и амбиций России захватить все страны бывшего Советского Союза, поведение Гагаузии заставляет партнеров по развитию смотреть на Гагаузию как на деструктивный элемент, а не как на автономию, которую надо защищать. Я допускаю, что гагаузские патриоты, как они себя называют, просто говорят людям то, что они хотят услышать. Но тогда они плохие политические лидеры. Лидеры на то и лидеры, чтобы вести за собой народ, а не плыть по течению общественных настроений. Я понимаю, что гагаузское общество привыкло идти в фарватере российских интересов. В конце концов, гагаузская автономия
как бы не скрывали это гагаузские политические лидеры, для подавляющего большинства гагаузов в Молдове является не инструментом развития гагаузской культуры и языка, а гарантией сохранения Гагаузии как русскоязычного региона, где гарантируются права русскоязычного населения, а не гагаузского этноса. И проблема может не столько в этом, а в том, что, будучи русскоязычным регионом, Гагаузия используется Россией для продвижения своей политики в Республике Молдова. А политика России в отношении Молдовы направлена на подрыв ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. А это заставляет всех, кто поддержал идею создания гагаузской автономии как инструмента сохранения и развития гагаузского языка и культуры, задуматься, а правильно ли они поступили, поддержав эту идею почти 30 лет назад. Например, посмотрите на Турцию, которая сыграла не последнюю роль в образовании гагаузской автономии. Там проживают курды, которых 20 миллионов как минимум. Но у них нет своей территориальной автономии. В этом контексте не лишним будет вспомнить слова 9-го президента Турции Сулеймана Демиреля, первому и единственному президенту самопровозглашенной Гагаузской республики Степану Топалу. Господин Топал, успокойтесь, успокойтесь, вы маленький народ, вам нельзя проливать кровь, вас и так мало. Турция будет вашим гарантом, что у вас будет автономия. Поэтому мне не совсем понятна сегодняшняя воинственность гагаузских политических лидеров и их сторонников, и многих на митингах в Гагаузии, особенно учитывая нынешний региональный контекст. Я имею в виду войну в Украине, которую Россия, если еще не проиграла, то точно не выигрывает. И чем дольше длится эта война, тем больше шансов, что Россия ее проиграет. Гагаузские политические лидеры часто вспоминают 90-й год и то, как болградская дивизия пришла спасать гагаузов от волонтеров, например, не далее, чем сегодня на праздновании годовщины провозглашения Гагаузской республики. Но дело в том, что в 90-м году в Болграде еще были советские войска, а сегодня там вооруженные силы Украины. ВСУ точно не придет на помощь сторонникам Путина. Пришло время менять нарративы, но прежде понять международный контекст, в котором мы живем. И нам в Гагаузии придется выбирать между желанием оставаться русскоязычными и пророссийскими, и необходимостью становиться гагаузами, занимающимися своим развитием и выступающими за суверенитет, целостность и независимость Республики Молдова. В этом случае у нас есть шанс на сохранение гагаузской автономии. Многие годы гагаузские лидеры называли Гагаузию якорем государственности Республики Молдова. Но это неправда. Сегодня гагаузские лидеры и Гагаузия в целом выступают за поглощение Молдовы России и лишение суверенитета и независимости Республики Молдова. Совершенно очевидно, что они всегда за это выступали, просто вуалировали это в красивое слово «стратегическое партнерство с Россией», что на самом деле означало поглощение Молдовы России. Я понимаю, что гагаузское сообщество привыкло быть пророссийским и боится румын. Но, друзья, с 90-го года прошло 32 года. Пора выходить из кокона и оглянуться вокруг. Румынских жандармов уже давно нет, молдавские унионисты тоже куда-то делись. А Россия, на которую молятся в Гагаузии в становлении гагаузской автономии, никакого участия не принимала, но активно пытается нас поссорить с молдавским народом, который согласился с тем, чтобы у гагаузов была своя территориальная автономия на территории Республики Молдова. Думаю, не стоит давать повод им разочаровываться или разочароваться в решении, которое парламент Республики Молдова принял 28 лет назад. И заметьте, приняла не Российская Государственная Дума, а Молдавский парламент. Гагаузская автономия существует не на территории Российской Федерации, а на территории Республики Молдова. России в начале 90-х было не до этого. Тогда была Чеченская война, а Россия была экономически, финансово и социально слабой страной. Да и после того, как Россия оправилась, Гагаузии она особо не помогала. Сегодня детские садики и школы в Гагаузии ремонтируются за деньги Европейского Союза, Америки и Румынии. Дороги тоже строятся на деньги Европейского Союза. У России мы просто покупаем природный газ. И заметьте, без скидки. Очевидно, что митинги в Камрате – это попытка раскачать лодку в стране. Гагаузские протесты пытаются использовать как запал. С точки зрения содержания и целеполагания эти митинги вызывают много вопросов. Что значит митинги против высоких цен? Против каких цен? На продукты питания и товары массового потребления. Но дело в том, что цены на эти товары растут по всему миру.
Вы посмотрите на Турцию, инфляция 79%, у нас 33%. Вы предлагаете правительству заморозить цены на товары массового потребления, но тогда не будет товаров, будет дефицит. И с этим согласны сами организаторы митингов, например, Михаил Ковыржик. Как вы видите, я понимаю, что нужно обращать внимание, чтобы власть обратила внимание, но как вы видите борьбу с этими высокими ценами? Заморозить цены? Заморозить цены это невозможно. Каждый из нас понимает, не надо быть большим экономистом, чтобы знать, что заморозить цены невозможно. Но, исходя из того, что взлет цен правительство должно компенсировать. Если организаторы митингов, которые заявлены как митинги против высоких цен, соглашаются с тем, что повышение цен – это не только молдавское явление, и что руководство страны на это никак повлиять не может, тогда в чем смысл этих протестов? Высокие цены на газ для домовладений? Окей, для этого тоже есть решение. Во-первых, не топиться газом, а во-вторых, направить из бюджета Гагаузии средства на материальную помощь жителям Гагаузии в отопительный сезон. Сказать, что на митингах такие призывы не звучали, нельзя. Звучали, но как-то так, помежду прочим. Компенсации за отопление в дополнение к тому, что выделяет республиканское правительство, снимет все вопросы. Главный лозунг этих протестов «Долой Майя Санду», «Да здравствует Путин и Россия», и Майя Санду должна поехать к Путину и договориться о цене на газ. Из всех возможных вариантов для решения проблемы с высокими ценами на газ, а точнее проблемы обогрева домовладений в зимний период в связи с высокими ценами на газ, протестующие выбрали один единственный и невозможный по политическим причинам вариант. Они почему-то игнорируют другие варианты, не менее эффективные, например, как материальная помощь населению в зимний период. Тогда возникает главный вопрос. Вы, господа протестующие, пытаетесь решить проблему населения или продвигаете интересы России, раскачивая лодку в Гагаузии? Перекинутся ли протесты на остальную часть страны? У меня в этом есть сомнения. Вряд ли сограждане за пределами страны хотят солидаризироваться с протестующими из Гагаузии, которые на каждом митинге клянутся в верности Путину и не скрывают своего желания, чтобы страна была оккупирована Россией. Ну и самый главный вопрос, кому в Кишиневе организовывать протесты? Партии Шор? Ну так один лидер партии в бегах, а другая в тюрьме. И тут вряд ли кто-то поверит, что Таубер и Шор не заслужили преследования, учитывая их роль в банковской краже. Дадон, он под домашним арестом. И тот факт, что Дадон еще не получил реальный срок, это скорее слабость системы правосудия Республики Молдова. Я не выношу приговор, я про то, что общественности давно известны схемы по энергокому, в которых принимал участие Дадон, нелегальное финансирование партии социалистов и дело о Кульке. Если Дадон по этим эпизодам еще не получил реальный срок лишения свободы, так это не потому, что он невиновен, а потому что система правосудия плохо делает свое дело. Еще одно событие, которое растиражировали в российской пропаганде, это учение спецназа «Фулджер» в Камрате. По информации полиции, это тактические учения, которые постоянно организовывались для проверки способности сотрудников к реагированию. Такие учения проходят по всей стране. Эти учения происходят на фоне частых ложных сообщений о минировании зданий в Гагаузии и не только в Гагаузии, что объясняет необходимость их проведения. Но некоторые гагаузские политики связали эти учения с Майей Санду. Ну это же привычная в Гагаузии практика, во всем винить Майю Санду. Депутат Народного собрания Виктор Петров заявил, что учение направлено на то, чтобы запугать жителей Гагаузии и подавить протестом. Его заявление подхватили российские пропагандистские сайты и пропагандист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале. Он не стал заморачиваться и сходу заявил, что Молдова ввела в Гагаузии отряды спецназа для подавления массовых протестов. Как Молдова может что-то ввести в Гагаузию, если Гагаузия это и есть Молдова? Гагаузия это территория неделимого и суверенного государства Республика Молдова. Видимо, в глазах российской пропаганды Гагаузия уже отделилась. Ситуация становится похожа на анекдот. Провели учения в Гагаузии – плохо, не провели – тоже плохо.
начались бы заявления, что Гагаузия снова обделена, и к жалобам о том, почему в Гагаузии не приезжают Майя Санду, к этим жалобам бы добавилась еще одна жалоба, почему к нам не приезжает Фуджер. В завершении сегодняшнего монолога обращу внимание на мероприятие, которое прошло сегодня в Камрате, посвященное 32-й годовщине провозглашения Гагаузской республики. Это мероприятие проводится в Гагаузии практически ежегодно. Но в контексте российской агрессии против Украины и гагаузских митингов это мероприятие играет по-другому и выглядит по-другому. Те же пророссийские лозунги, что и на митингах, и обвинения в адрес Кишинева в желании лишить Гагаузию особого правового статуса. Ничего нового, только выступающие, наверное, постеснялись сказать, что гагаузские политические элиты сами сливали гагаузские полномочия и практически всегда играли на стороне другого государства. Ну и вишенкой на торте было заявление о проведении съезда депутатов всех уровней в октябре, где, по словам Ивана Бургуджи, будут приняты важные решения, среди которых бойкот выборов в парламент Республики Молдова. О чем это говорит? Это говорит о том, что за 30 лет гагаузские политические элиты так и не придумали иной нарратив и продолжают использовать нарратив 90-х. Более того, даже методы те же. Стоит напомнить, что в 90-м году Гагаузская республика провозглашалась съездом депутатов всех уровней, сел и городов с преимущественно гагаузским населением. В той ситуации такое решение, может, и было логичным, потому что не было отдельной административно-территориальной единицы, как Гагаузия, а, соответственно, не было органов власти Гагаузии. Сейчас есть Башкан, исполком, Народное собрание со всеми полномочиями принимать различные решения. Насколько легитимен съезд депутатов всех уровней в нынешней ситуации? Очевидно, что нет. Более того, он подрывает легитимность законных органов власти Гагаузской автономии. Ну и самый главный вопрос. Кто в Гагаузии будет бойкотировать выборы в парламент Республики Молдова и вообще выборы в центральные органы власти Республики Молдова? Этого никогда не было, несмотря на то, что гагаузские патриоты, как они себя называют, во главе которых сегодня Дмитрий Константинов, всегда призывали бойкотировать республиканские выборы, и никто никогда не прислушивался к их призывам. На выборах в парламент явка по Гагаузии выше, чем на выборах в Народное собрание, а на выборах президента явка выше, чем на выборах Башкана. Гагаузские лидеры все так же, как и 32 года назад, используют пророссийские лозунги и играют на стороне России, несмотря на то, что глобальный контекст изменился и наши союзники совсем в другой стороне. А те, кто представляются нашими союзниками, на самом деле используют нас против наших интересов. И в этой ситуации я задаюсь вопросом. Либо гагаузские лидеры простачки, которые не понимают, что происходит, либо они в политическом гареме Путина. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Делитесь этим видео, ставьте лайки, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Увидимся в следующем выпуске Nocta Life.